Вы слишком долго были занозой в сердце этой компании. Игрок, теперь пришло ваше время. Бами бревенчатые ноги атакуют. Что, черт возьми, это за штука? Вы большие шишки из Playtime Code. Стоите за этим, разве вы не ошибаетесь? Playtime Code не создавал то, что представляет собой эта штука. Кто знает, что это может быть? Если мы не разберемся с этим в ближайшее время, мы оба закончим здесь, как мамочка Лонглёйс. Опять ошибаетесь. Последовательность карантина начата. До свидания, Клэр. Нет, Клэр. Идите к порталу. Нет. Что? Кто вы такой? Откуда вы знаете мое имя? Нет времени объяснять. Просто сделайте это. Хорошо, хорошо. Ого, это среди населения. Дирижабль, верно? Что мы здесь делаем? Эй, просто подождите секунду. Вы до сих пор не сказали мне, что происходит, или даже как вас зовут. Меня зовут Пиби. И эта дрянь там сзади черная слизь, которая испортила мамочку длинноногую. Это злой глюк, который захватывает все игровые мелодии. Стих мы называем это тьмой. Что? С чего это началось? Как нам это остановить? Вот почему мы пришли сюда, чтобы выяснить это. А теперь давайте пойдем. Лидер сопротивления может рассказать вам об остальном. Посмотрите, кто ползет обратно. Я никогда не думал, что вы снова покажетесь здесь. От вас пахло грязью и предательством. Мне очень жаль, капитан. Я просто был занят, играя в другие игры. И подождите, игрок. Я увидел очень желтую фигуру на периферии моего зрения и подумал, что вы ветеран. Этот предатель, подонок. Как, черт возьми, вы поживаете, дружище? Вы выглядите по-другому. Честно говоря, не очень хорошо, капитан. По-видимому, весь Гамэтанес испорчен злым черным глюком. Темнота. Я знаю, что это чрезвычайно опасно. Итак, капитан, вы сказали, что ветеран предал нас. Где он прямо здесь, Амиго? И я никого не предавал. Я делал то, о чем вы нас просили, и изучал другие карты. В отличие от здешнего капитана, который только переодевается. Волосы, повязка на глазу, шрамы – все это подделка. Извините меня за то, что я пытаюсь отвести взгляд от ветерана. Что вы выяснили во время своей миссии, это хуже, чем мы могли себе представить. Все остальные карты среди нас погрузились во тьму. Все началось с масштаба. Вот где у них день рождения, гном Стоунер. Затем они отправились в штаб-квартиру Майера. Мы потеряли мистера Яичного волшебника, даже ниндзя. Вскоре они добрались до полиса, и именно там тьма поглотила всех остальных. Этот воздушный корабль — единственное безопасное место, оставшееся среди нас, но я нашел источник силы тьмы. По крайней мере здесь, в Геймтюнс 1 Стрит, его называют раздражающим апельсином. Вы победите его, и это должно рассеять тьму навсегда. Я надеюсь, вы все взяли с собой оружие, потому что у нас рота заперта и заряжена. Я думаю, у меня есть рюкзак, и я мастер карате. Мы не можем победить тьму, которую мы принимаем. Они поймали меня, ребята. Это произошло почти мгновенно. Капитан, подождите, отпустите его. Он уже поворачивается. Нет, это получит все предпосылки, ребята. У меня заканчиваются патроны, но мы должны спасти его. Спасать нечего. Игрок, присоединяйтесь к нам. Темнота здесь слишком сильна. Мы должны идти. Но теперь, где мы сейчас находимся? Это Майнкрафт? Майнкрафт? Зачем вы привели нас сюда? Нам нужно добраться до раздражающего апельсина. Вы так и не сказали нам, где он был. У меня нет координат. Я знаю. В пятницу вечером. Фанкин. Вот мы и пришли.
Правда. Теперь даже Майнкрафт поврежден. Вот, возьмите мой. Вытащите нас отсюда. ПВ там. Я понял. Сверкающий. Это меня достало. Игрок. Давайте бейте надоедливого апельсина. Сохраните игровые мелодии. Теперь все зависит от вас. Откройте портал. Мы должны идти. Это все? На самом деле это не похоже на вечер пятницы. Фанкин. Да, я думаю, мы в нужном месте. Гей? Эй, голубая девочка, почему у вас повязка на глазу? Кто вы такой? Какой-то пиратский фанатик? Видите, как он получил свое имя? Я собираюсь убить его. Продолжайте и попробуйте. Тьма сделала меня более могущественным, чем вы когда-либо могли себе представить. Вы тоже могли бы быть. Все, что вам нужно сделать, это подчиниться. Никогда не ждите, не так ли? Что это было? Правила Friday Night Funkin' отличаются от всех остальных. Вы не можете решить все свои проблемы с помощью мечей или оружия. Вы должны прочитать рэп-баттл. Должно быть, именно поэтому Тьма выбрала это место в качестве своего источника. Вы умнее, чем кажетесь, маленький желтый палец. Но поверьте мне, я говорю не так уж много. Я думал, что мне больше никогда не придется этим пользоваться, но я нужен Банди Джонс. Пипи, отбейте ритм. Вот и все, лжец. Вы сделали это. Вы не представляете, как долго я боролась с тьмой, и теперь она наконец ушла. Думали, что тьма побеждена. Он должен был погибнуть, когда игрок победил своего чемпиона, надоедливого апельсина. Но такое могущественное зло никогда по-настоящему не умирает. Он просто находит новый сосуд. Мне очень жаль, Пиби. Темнота. Это заразило меня. Я должна была покончить с этим одним взмахом меча. Все это могло бы закончиться, но эта коррупция не была виной игрока. Он пожертвовал всем, чтобы попытаться спасти нас, включая свой разум. Я не собиралась позволять ему стать еще одной жертвой тьмы. И все же, оставив его в живых, я закончила тем, что привела к краху целых империй. С игроком в качестве катализатора тьма смогла проделать дыры в самой ткани стиха игры, развращая все и вся на своем пути. Ни одно царство не было безопасным. Даже внешние миры, казавшиеся забытыми играми, которые игроки едва посещали, в конечном итоге были полностью поглощены. Кто не лгал? Пока воинство тьмы не появилось во плоти, оно обосновалось во вселенной Пяти ночей Фредди, уже испорченных душах, и говорят, что аниматроники сделали их легкой мишенью для коррупции.
Что еще хуже, по мере того, как темнота поглощала все больше и больше игры, стихии команды, коррупция игроков продолжали ухудшаться. Он знал, что может обернуться в любой момент, поэтому сбежал. Он украл мой портальный пистолет и поклялся победить тьму в одиночку. Я не видела его с тех пор, как... Но ходят слухи, что его заметили в последней игре с кальмарами. Так вот, куда мы направляемся? Есть вопросы? Да, у меня есть к вам вопрос. Почему капитан в форме Генри Крупье? Потому что из-за этих коротких коренастых ног у меня натирают бедра. Вы выглядите нелепо, говорит человек с поднятыми руками. Вы два идиота, можете сосредоточиться на текущей задаче. Конечно, пилот автобуса. Да, приятель, срочно отвези ее прямо на матч с осьминогом. Я думаю, вы имеете в виду дичь из кальмаров. Да, именно это я и сказал. Теперь запомните, это место может кишеть коррупцией. Мы здесь, чтобы найти игрока и убраться отсюда, пока мы не привлекли к себе внимание. Это место кажется мне тихим. Да, слишком тихо. Интересно. Похоже, у нас какие-то посетители. Подготовьте следующую игру. Это будет весело. Игрок, ты здесь, приятель? Где все? Это место город-призрак. Игрок, где вы? Добрый вечер, мой уважаемый гость. Я благодарю вас всех за то, что вы были участниками моей последней игры. Ребята-конкурсанты, это нехорошо. Мы не конкурсанты. Боюсь, что так оно и есть. Было довольно трудно набирать новых игроков в игру Squid с тех пор, как власть захватила тьма. Поэтому я действительно ценю, что вы все добровольно вызвались. Послушай, приятель, мы не собираемся играть в твою дурацкую игру, если только это не что-то супервеселое, вроде Тетриса или Марио Карт. Тихо. Сегодня вы трое будете играть что-то совершенно особенное. Пол покрыт лавой. Скоро вся эта камера начнет заполняться горячей дырой и слизью. Пол полностью исчезнет. Чтобы выжить, вам нужно будет забраться высоко, не говоря уже о том, чтобы увернуться от нескольких пуль. Пули. Это поднимает ситуацию на ступеньку выше. Вам нужно продержаться 2 минуты. Ветеран, пожалуйста, скажите мне, что вы принесли свой лазерный пистолет. О да, и я привез свое отношение к делу. Начинайте. Ребят, послушайте, из-за моего жилистого тела мне труднее забыть то, что пишут во всех журналах. Худой в бэби-капитане, продолжайте подниматься. Я не думаю, что наше оружие будет здесь так уж полезно, детка. Это темнота. По мере того, как он продолжает расти, миньонов становится все труднее и труднее убивать. Нам больше некуда идти. Мы легкая добыча. Ветеран, дайте нам прикрытие. Огонь. Я все. Выходите. Я не понимаю. Вы спасли нас. Я же просил вас не искать меня. Подождите, игрок, какого черта? Мужчина крепкий и хладнокровный. Мне очень жаль. Это темнота. Это завладело моим разумом. Почему вы здесь? Разве вы не пошли уничтожить тьму? Я пытался. Я сражался с тьмой, FNAF единственным известным мне способом в рэп-баттле. Я даже выигрывал, пока не оказался в меньшинстве. В конце концов, я был загнан в угол и поглощен.
С тех пор я нахожусь под его контролем. Это привело меня в это место, чтобы совершить свое зло, но увидев вас, ребята, в беде, я вырвался из этого, по крайней мере, на мгновение. Я должен попробовать еще раз. Тьма должна быть уничтожена. Вы не вернетесь один. Да, мы идем с вами, Труда. Хорошо, тогда давайте сделаем это. Это совсем другое дело. На самом деле я небольшой поклонник того, что тьма сделала с этим местом. Игрок, игрок, игрок. Только не говорите мне, что вы вернулись за другим выполнимым делом. Вы знаете, что я бы приземлился. На этот раз все по-другому. Вам никогда не следовало приходить сюда одному. Вы всегда сильнее, как команда. Я согласен. Так что перестаньте сопротивляться. Мы все можем быть друзьями вместе, как часть тьмы, объединенные как одно целое. Никогда не бывает времени сбросить ритм.